и подумал, а возможно ли вывести птенцов без курицы? Актуальность моего проекта. Всем известен риторический вопрос, что появилось раньше, яйцо или курица? А мне интересным показался другой вопрос. Возможно ли вывести цыпленка без курицы? Цель моего исследования – вывести цыплят из куриных яиц с помощью домашнего инкубатора, узнать, правда ли для этого понадобится 21 день и как они будут вести себя в первые дни и в первые часы жизни. Задача моего проекта – узнать, какие яйца надо закладывать и как правильно нужно их отбирать, обрести навыки работы с инкубатором, следить за состоянием яиц на протяжении всего периода и создать комфортные условия для выведения цыплят в домашних условиях. Сделать выводы. Объект исследования – яйца, цыплята. Предмет исследования – выведение цыплят с помощью домашнего инкубатора. Моя гипотеза. Если создать необходимые условия для выведения цыплят, то они не будут отличаться от тех цыплят, что вывела курица на сетках. Сначала я собрал информацию о куриных яйцах из книг и интернета, прочел научную литературу по теме условия, необходимые для выведения цыплят. И сам провел в классе анкетирование, и сам вывел дома и провел над ними наблюдение. Сделал выводы. И вот что я узнал. Строение яйца. Самым главным компонентом в яйце является желток. В нем находятся все витамины, микроэлементы и аминокислоты. От основания яйца идет канатик, наподобие пуповины. Рядом с ним находится воздушный карман, камера, и около грудка находится зародышевый диск. Оттуда и появится маленький птенец. Кроме белка и скорлупы, в яйце также присутствуют два вида подкондуковой оболочки – наружная и внутренняя. Они так и называются по месту своего расположения. И сама скорлупа состоит из карбоната кальция. Мне было интересно узнать о развитии зародыша в яйце. Инкубация делится на 4 периода. Первый период до 7-го дня. Формируются зачатки всех органов, и на вторые сутки начинает сокращаться сердце. Второй период с 7 по 11 день. Формируется скелет, клюв, когти. Третий период зародыш покрывается пухом, когти роговеют. Четвертый период птенец раскрывает глаза, пупочное кольцо закрывается и начинается проклев скорлупы. Птенец выходит из яйца. Также мне было интересно, как цыпленок располагается внутри яйца и как ему хватает места в этом маленьком яйце. Поэтому мы с мамой, надев перчатки, начали аккуратно отрывать скорлупу в яйце, где уже началось вылупление. И расположение цыпленка вы видите на экране. Как дышит цыпленок внутри яйца? На первый взгляд скорлупа кажется плотной, но если посмотреть через увеличительное стекло, то видно, что скорлупа вся в дырочках, и через эти поры в яйцо поступает кислород, а углекислый газ и излишки влаги выводятся наружу. Устройство инкубатора. Я изучил устройство инкубатора от латинского слова «инкуб», что означает «высиживаю птенцов», предназначен для искусственного выведения птенцов. Инкубатор представляет собой ящик с плотно закрывающейся крышкой. На дне находится углубление, куда заливается вода для увлажнения.